Жители селения Барсуки в скором времени смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях. А пока усиленными темпами там идут ремонтные работы по реконструкции местной амбулатории. Меняют фасад здания, крышу и электропроводку. Обновлению жизненно важного социального объекта рады и местные врачи. Амина Бокова расскажет подробнее. Новый фасад, проводка и косметический ремонт. Уже третью неделю рабочие пытаются вдохнуть жизнь в единственную амбулаторию в селении Барсуки. Здание, построенное еще в 1993 году, давно нуждалось в ремонте, рассказывает заведующий медучреждением Яна Халмурзиева. В день на осмотр к врачам приходит порядка 30 человек, и отсутствие должных условий затрудняет работу с пациентами. Впрочем, чаяния врачей были услышаны. За это время мы успели поменять линолеум, также провести новую проводку, вот вы видите, также сделать натяжные потолки. Также в дальнейшем нам предстоит благоустроить нашу прилегающую территорию и провести отделочные внутренние работы. Помимо этого, рабочие уже заменили крышу. Сейчас бригада завершает облицовку фасада здания. Сложнее всего пришлось с заменой проводки. Она была в критическом состоянии, рассказывает электромонтер Руслан Куркиев. Изоляция вся была изношенная. Нами была проведена полностью замена всего электрического проводки всей. Начиная от водного кабеля, заканчивая заземлением, все полностью заменили, розетки везде. Каждой розетки заземление подвели, потому что это стационарный объект, чтобы оборудование служило долго. Ремонт амбулатории – давняя мечта не только врачей, но и местных жителей. Аза Даурбекова ждет не дождется, когда сможет прийти на прием и получить необходимую помощь в комфортных условиях. Я здесь часто бываю. У нас очень хорошие врачи, медсестры. Персонал у нас медицинский вообще бесподобный. Но желательно хотелось бы, чтобы у нас была хорошая амбулатория, новая, чтобы построили, чтобы были все удобства для наших врачей. Более комфортные условия – это не слова, а реальность. Ведь помимо реконструкции здания в селе ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.